С высоты птичьего полета вид на любимый город. Уже через месяц Фазыл Ахмедянов планирует завершить ремонт в своей двушке. Не обманутым, а счастливым дольщиком второго дома комплекса «Три богатыря» он чувствует себя уже год. Никаких проблем здесь не было. Быстро и качественно делали ремонт. Построили этот дом. Это сейчас все в порядке. Жители первого дома помнят, как в 2017-м надежда получить не только квартиры, но и вложенные деньги таяла. Первая фирма-застройщик тогда попала в кредитную кабалу банка-банкрота. Вовремя вмешались представители общественной палаты. Стройка началась. Первое, что сделал, я предложил всем дольщикам получить деньги и выйти из этого строительства. Говорю, я сам ее начну строить, но в связи с тем, что стройка стала 2 года, будут какие-то задержки из-за этого. Никто деньги назад не получил. Все поверили. Общественники выезжали на объект, организовывали круглые столы с новым застройщиком и регулярно на таких встречах знакомили жителей с ходом работ. И вот через год ключи от 555 квартир. Люди внесли свои деньги, стройка стоит. Вот самая главная проблема. То есть неверие людей в успешное завершение объекта, поэтому отсюда нервничают, отсюда инфляция. Это не единственный проблемный комплекс в Татарстане. Жилой комплекс Новые Куйки у нас есть проблемный, да. У нас есть жилой комплекс Ешлейк, это Пестричинский район, где по программе «Молодая семья» встало строительство. Мы с ними работаем. А счастливые новоселы «Три богатыря» уже думают облагородить двор. Это пока во дворе машины жители новостройки подписали петицию, чтобы в их двор машины вообще не заезжали. Но это после полного заселения. А в это время уже идет строительство 3-го дома. 12 из 22 этажей красуются. Их достраивает та же компания. Общественники будут доводить и эти объекты до конца. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань.